В части того, что мы перечислили, строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, это социальная сфера. Требования президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части социальная направленность, но мы не можем до конца быть спокойными, если те финансовые средства, которые выделяются, если они, как говорится, осваивают, но не в том направлении осваивают. Прекратили практику в строительстве. Приходил человек, приносил 2-3 объекта и говорил: у меня есть проекты, у меня есть земля, 1/2 моя собственная, и я буду строить. Ни разрешения, ничего, ни тех условий, ничего. Вот так строились объекты. В последующем, через год, конечно, не за бесплатно, определенные должностные лица выдавали им документы к концу стройки, и они их сдавали. Поэтому у нас сегодня одно рушится, второе не работает, 5-е не работает, и мне что-то доказывают обратное. Коррупция, она так проржавела прям, труба уже дырявая. Нам некуда дальше уже идти. Он сказал, я сказал, а я не могу. Вместо того, чтобы выполнять свои должностные обязанности, они ведут себя так. Но эту практику, если мы не вернем жесткое правило и нормативную базу в части неотвратимости наказания, мы ничего не добьемся. Мы так и будем вот по кругу ходить. По кругу ходить. Уголовные дела расследуются, конца края не видно. Конца края не видно. А потом до конца направили, а потом получается у нас вся работа человека часов, если так взять, оперативного работника, следственных органов, прокурора. В суде у нас получается абсолютного результата нет. Мы эти вещи в дальнейшем терпеть не должны. Общество, видя, что преступники, жулики, вседозволенность у них вседозволенность. И их не карают, они потом идут в суд, восстанавливаются. Его дверь, он в окно, его окна закроешь, он через щели пролезет. И все это, если внимательно посмотреть, что заявление, жалоба, какая ни была, там же есть основания. Любой юрист скажет, законно уволен. Нет, у нас спокойненько восстанавливают, и мы судимся, отвлекая юристов, юридические службы на это безобразие.